сегодняшнего нашего такого очень важного события для нас, поскольку мы открываем, потому что все понимают актуальность экологической проблемы и те глобальные проблемы, которые стоят не только перед нами, но и перед всем глобальным сообществом. Наши вузы сталкиваются с множеством вызовов, да, не только у нас, но и по всему миру, и открытие данного офиса, которые направлены, да, являющиеся одним из целей проекта, сам проект направлен на расширение возможностей вузов по внедрению и разработке инновационных цифровых и зеленых университетов. Эта площадка послужит центром передачи опыта передового, сотрудничества, внедрения новых инновационных знаний, интеграция европейских знаний. И мы надеемся, что вклад каждого участника проекта позволит достичь все цели проекта. Проект будет успешным, поэтому благодарю всех членов команды за действие в реализации проекта. И нам очень радостно отметить тот момент, что в реализации проекта задействованы два новых вуза, которые ранее вообще не участвовали в проектах Erasmus+, и два вуза, которые были менее опытны в реализации проекта Erasmus+. Регионалдық жана Бишкектеги университеттер, Джордж университеттер, мисалы үчүн техникалык университет, Ош мамлекеттик университети, Баткен, РСК, ушундай университеттердин баардыгы кирген, гуманитардык университет Бишкек, Арабат университети, дипломатиялык академия, жогорку медициналык окуу жайы жана медициналык академияда абдан жакшы консорциум түзүлүп, биз ошол консорциумдун ичинде билим министрлиги дагы бар, алар да бизге жардам берип, жашыл жана санарип университеттеринин астыга жылышына көмөк көрсөтүп жатышат. Ошол менен бирге биздин консорциумда Capacity Building Consulting Group ЭКОС бар. Алар дагы бизге консультацияларды берип турат. Жана ошондой эле бизге жана Гүлнара, Erasmus офистери дайыма жардам берет. Европалык университеттерден бизде Гамбург университети жана Вильнюс университеттери консорциумда бар. Жана бул медициналык академиянын жана биздин 10 жогорку окуу жайлардын университеттеринин эксперттери, ошол жашыл жана санарип университеттери жана кеңселери боюнча эксперттер, ар бир университеттен 4 эксперт, 4 адамдан барып окуп келишти. Вильнюс жана Гамбург университеттеринен жана бизде азыр ар бир университетте 40тан ашуун 50-60га жакын Кыргызстанда жашыл жана санарип, который будет разрабатывать весь план мероприятий по внедрению этой политики. То есть это и закупки, это и строительство, это и ремонты с использованием экологических материалов и так далее. Третья группа будет разрабатывать, это образовательная, которая будет разрабатывать соответствующие предложения и планы для разработки, возможно, пересмотра каких-то образовательных программ с включением вот этих всех моментов этой политики. И еще одна группа, это научная группа, которая будет разрабатывать приоритетные, скажем, определить приоритетные области для исследований и как нам вот ориентировать эти научные исследования, может быть, какие-то механизмы предложить для того, чтобы стимулировать научную деятельность, инновационную деятельность в этой области. Хотя бы 3 в одном, 2 штуки. Компьютер один и интерактивные панели, их 6 штук. При этом, значит, несколько штук мы отдали на кафедры, которые будут вовлечены в различные мероприятия по продвижению этой нашей политики. Это кафедра менеджмента научных исследований, поскольку там есть соответствующие площади, где можно будет проводить тренинги, заседания и так далее. Это кафедра общеклинической, это цифровизация самого образовательного процесса, как я упоминал, в целях снижения использования лесных ресурсов. И в связи с этим это широкое использование онлайн-курсов, дистанционных технологий. Это
это и создание платформы для обмена научными данными и экологическими исследованиями. Ну и, естественно, конечно, экологические мероприятия. Это проведение различных конкурсов, челленджей среди студентов и сотрудников. Это проведение компьютера. То есть много вот таких правил, они прописаны в данном стандарте. Он должен быть изучен всеми сотрудниками и обучающимися к соблюдению вот этих стандартов. То есть если уходим, выключаем свет, перепроверяем, выключаем компьютеры и так далее. И поддержание чистоты на рабочем месте. Как вы знаете, мы начали уже вот эти проводить акции по сбору жвачек, пластика и так далее. И вот такие акции должны проводиться самими теми, кто это делает. То есть, вы знаете, да, студенты любят свои жвачки под стол прилеплять. Так вот, сами студенты и должны почистить. Приветствую вас всех. Гостей из политехнического, я вижу, все сотрудники есть. Университет — это наши партнеры. И я очень рада тому, что вы нас сегодня. Ну вот я поприветствовал из офиса, самое главное. Вам благодарность, потому что, честно говоря, мы бы и хотели создать такой офис, но без вашей поддержки мы не смогли бы. Спасибо вам огромное за то, что вы создаете такие проекты, даете возможность людям. Пример Павел в своем докладе отметила, что мы даже свет экономим. Честно говоря, свет экономит не только из-за зеленого офиса. Товарищ, сейчас цена света такая высокая, пожалуйста, экономьте с этих позиций тоже. Хочу подчеркнуть, что для медицинской академии мы приобрели, нам подарили автобус, это как называется, электромобиль тоже. А потом я стал искать какой-то электроавтобус, чтобы купить такой, чтобы без бензина, без топлива. Ну, куда мы все купим, куда мы все деньги будем, все купим. Поэтому работа нашего офиса еще больше даст возможность для наших сотрудников. Сейчас мы даже будем активнее с вами сажать деревья. Мы и так сажаем, слава тебе, Господи, хорошо. А теперь еще больше. И понимаете каждый. Я всегда вспоминаю в свое время, когда Национальный центр онкологии, и там деревьев вообще не было, кустарников не было, и воды не было, что самое интересное. Это потом же скважину пробили. А на тот период все сотрудники уходили с ведрами и поливали каждое дерево. За каждым сотрудником было закреплено дерево. И все сотрудники должны были каждый раз поливать. Если кто-то погибает, как про это дерево, Саенко сотрудника прям выговор объявлял. Давайте я тоже не беру это. Каждого из вас здесь дерево там поливаете, хотите. Вот таким образом вы внесете свой личный вклад в то, чтобы у нас была экология хорошая в Кыргызстане. Честно говоря, прям стыдно, когда все страны и небо голубое, и ничего такого. А мы прям в каком-то состоянии, да. И вот так обидно. И, честно говоря, вот еще такой момент есть. Раньше, наоборот, Кыргызстан, Бишкек самый зеленый, самый чистый город был. А что сейчас произошло, все-таки непонятно. Что, уголь стал у нас другой, или топят как-то по-другому, не знаю. Не могу с этим понять это, потому что этим не занимаюсь, но хотелось бы, чтобы все-таки благодаря нашему вот этому офису хоть что-то в медицинской академии у нас было поправлено. Я вижу здесь сотрудники, то есть студенты МПТ, да, есть? Это ваша прямая обязанность, товарищи. Вы же профилактикой занимаетесь. Вот в первую очередь декан, пожалуйста, МПТ пускай полностью засадит какой-то лес деревьями. Обещаете? Смотрите перед всеми. И поливать надо будет, за что делать? Надо это делать. Это же во благо нас. И во благо тех людей, которые после нас живут. Это наши дети, это наши внуки. Поэтому давайте все вместе приложим эти усилия. И еще хотелось бы пожелать. Нам нужно всем быть здоровыми для того, чтобы осуществить
осуществлять эти проекты и другие проекты. А вам представляете, гостя? Только что приехал. Каждый возьмет себе кусочек и добавите подлиннее. Начинаем. 3, 4. Все. Молодцы. О, молодцы. Как говорится, кричает. Чтобы вот это... Хорошо. Это презентация? Это что? Где это? Просто он сделаем что-то тогда. Пускай это будет. Да, и пускай это. Вот мы и Корею привлекем. Biz Kore'yi Koykan'dan bizge geldi. Bir yıl boyu biz işte düşünüyoruz. А о партнер Так что мы, пожалуйста, На второй этаж. Жашыл жана Санарип университеттер Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсү үчүн проекттин координаторумун. Бул проектте 10 кыргыз университеттен алдыңкы кыргыз университеттер консорциумда бар жана Европа университеттеринен Вильнюс жана Гамбург университеттери, биздин илим жана билим министрлиги жана ошондой эле CBC Group бар. Биздин проекттин негизги максаты ошол жашыл жана Санарип университеттер аркылуу коомго пайда келтирүү. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү медициналык академиянын проректорунун докладында айтылгандай, биз ошол коомго университеттер аркылуу баамдап билүү, студенттердин, мугалимдердин сезимдерин, билимдерин көтөрүү менен салым кошуу болуп эсептелет. Жана бүгүн медициналык академияда жакшы күн болуп, жашыл жана Санарип кеңси ачылып отурат. Бул проектти каржылаган Европа биримдигине дагы биз рахмат айтышыбыз керек. Ошону менен бирге министрликтен, илим жана билим министрлигине биз жалаң эле ушул кеңселерди ачып коюп жөн калбастан жашыл жана Санарип университеттерди курууга багыт алдык. Анткени бардык университеттер өздөрүнүн университеттеринде абдан жакшы иштөө менен катар биз Кыргызстандагы бардык университеттерди, студенттерди жана мугалимдерди ошол экологияны жакшы кармоого, стрессти азайтууга жана Санарип өнүктүрүүгө, Санарип университеттерди уюштурууга болгон аракетибизди жасап жатабыз. Офис, зеленый офис был открыт 9 октября прошлого года, когда приезжала как раз представитель Erasmus офиса из европейского офиса Марисоль. И вот наш офис мы приурочили к этой дате, и она еще встречалась и проверяла наши 2 проекта, DEFA проект и Green Cage проект. В них участвуют большинство из тех университетов, которые вот сейчас представлены и в Green Cage. Основная идея зеленой модели университетов, которые представляют наш проект Green Cage, как раз сегодня была очень хорошо озвучена в презентации проректора вашего медакадемии Гульмиры Артыкбаевны. Как раз вся идея озвучена тоже в ее презентации. Это разработка модели зеленых университетов, где прежде всего эта модель призвана создать такую концепцию правильного
бережного отношения окружающей среды у нас, особенно в Кыргызстане. Потому что мы на сегодняшний день видим, что творится с, во-первых, тем, чем мы дышим. Это воздух, загрязнение сильное воздуха, и с ним пока очень плохо справляемся. Вот, и в это университеты, которых достаточно в Кыргызстане много, мы должны оказать свой вклад внести. It's my pleasure to be involved in this project. Thank you so much. Yeah. 1 minute. Who are you? Yeah. My name is Bagua. KOICA, Korean government organization, seconded me to support the water-related work in this country, and I'm a water specialist. Your And name and surname, please. my name is Park Woo-ha. Yeah. Really Woo-ha Park, Korean name, and I'm very happy to be here in this office related to water works and water treatment, and this green project also related to water business, and I will be helpful to work, and this is my very happy hour to be in here and work together. Thank you. Yes.